Предлагаем вашему вниманию брифинг главы Якутии Айсена Николаева. Айсен Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической обстановке и об обстановке с паводком в нашей республике. Доброе утро. По эпидемиологической обстановке могу сказать, что у нас сегодня достаточно большое количество людей прибавилось за сутки вновь зараженных. Это 63 человека, из них 60 город Якутск и по одному случаю в Мегино-Кангаласском, Намском и Ленском районах. При этом, конечно, по городу Якутску цифра вроде большая, но вместе с тем 34 это студенты СВФУ, которые были уже на обсервации именно из того общежития, в котором была у них первоначальная вспышка коронавирусной инфекции. То есть это уже как бы в ходе работ по локализации данного очага вот эти студенты тоже выявлены, все абсолютно бессимптомные. Мы надеемся, что они лечение будут получать не в условиях стационара, а амбулаторно. Вот. Но вместе с тем, конечно же, руководству университета дано мною поручение усилить противоэпидемические мероприятия для того, чтобы вот болезнь из этого одного общежития не перекинулась на другие общежития студгородка и в целом на город, чтобы не оказало дальнейшем негативного влияния. По ЧНД хочу сказать, что у нас рейсовые самолеты уже вылетают в Стройтранснефтегаза, и в принципе ситуация под контролем. Сегодня уже по итогам сегодняшнего дня мы думаем, что свыше уже 5000 вахтовиков окончательно уже будут вывезены с территории Чаянинского нефтегазоконденсатного месторождения. Из тех примерно 7500 человек, которые надо нам оттуда вывести. Что касается ситуации по паводку, то сегодня основной паводок по реке Лена идет в границах Намского улуса. Ситуация здесь сложная, есть подтопление по второму Хамустаху. Мы ожидаем, что сегодня в результате роста уровней воды по Графскому берегу у нас будет тоже превышение опасных критических меток, но незначительное. Мы все-таки надеемся, что река пройдет дальше и уже к завтрашнему дню, к понедельнику, достигнет уже устья Алдана. По Алдану ледоход идет в принципе нормально, были заторы под Хара-Алданом, но сейчас мы видим, что там уже идет ледоход, затор прорван. Вот. По другим рекам ситуация нормальная, никаких серьезных проблем по паводковой ситуации нету. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии с информацией о COVID-19 в регионе на 16 мая. Оставайтесь с нами. В эфире новости, в студии Юлия Великодная. Президент Владимир Путин дал правительству и региональным властям новые поручения в связи с ситуацией с коронавирусом. Так, глава государства поручил организовать мониторинг доплат медикам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом. Помимо этого, власти должны координировать деятельность субъектов по этому вопросу. Путин также поручил проводить мониторинг страховых выплат для медицинских работников. Они должны производиться с первых дней распространения коронавируса в России. Также глава государства поручил докапитализировать микрофинансовые организации в объеме не менее 12 миллиардов рублей для повышения доступности заемных средств для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе ИП. Тестирование москвичей на антитела к коронавирусной инфекции началось в пятницу. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы Сергея Собянина. Пункты тестирования разместили в городских поликлиниках. Это поможет выявить долю москвичей, переболевших коронавирусом